Привет, YouTube! Это рубрика «Шах и мат». Рубрика, в которой мы расскажем о том, как Церковь Христова должна относиться к самым щепетильным темам этого мира и о том, как ученики Христа должны себя вести вне зависимости от любых обстоятельств этого мира. Ну что ж, погнали! Лиза и Салман. Это наши гости. Можете там за кадром похлопать, конечно, если хотите. Сегодня мы будем обсуждать семейные темы, как найти того самого, как найти ту самую. Чуть-чуть попросим Лизу с Салманом рассказать, как они познакомились, и о том, как вдохновиться и не потерять надежду. Ну, вообще, можно вы нам чуть-чуть вкратце, маленечко расскажете, как случилось так, что вы женились? Ты хочешь начать? Нет. Окей, я начну. Да. На самом деле это такая долгая история. Я бы хотел сказать, что мы там познакомились, пообщались несколько месяцев и решили пожениться. На самом деле мы вообще знакомы с Лизой аж с первого моего класса. Просто, можно сказать, дружили семьями. И через мою маму, мама Лизы покаялась, пришла в церковь к нам. А в подростковом возрасте я подкатывал к ней, только она меня отшила, да. О! Да, потому что это был такой, на самом деле, момент. Я был подростком, я вообще с Богом у меня отношения были не очень. Хоть я и вырос в христианской семье, для меня это все было как-то чисто просто такая как бы религия моей семьи. Ну, а Лиза в тот момент была уже такой осознанной верующей, да, она следовала за Христом, ходила в церковь, да. И я думал, ну, может попробовать, попытка не пытка, да, но у меня ничего не получилось, но это было ожидаемо на самом деле. Да, и это как бы... Да. Надеюсь, это не травма Да, твоя. не, на самом деле, признаюсь честно, это была на тот момент травма для меня, потому что Да, я ты такой... рыдал? Нет, Не я же... страдал? Нет, я же мужчина. Не, на самом деле я страдал, честно, это было больно для меня, и на фоне этого я, наверное, очень такой озлобился внутри. Я такой думал, все там. И в частности на нее я такой думал, я, конечно, ей это не говорил, не показывал никак, я думал, все, типа, больше даже не посмотрю в ее сторону, такой, ну, это была моя какая-то гордость, да, мое самолюбие мужское было задето, я подумал, все, я больше не хочу ничего общего с этим человеком иметь. Да, такая вот история, но затем, спустя, наверное, около 2 лет, я реально уверовал, Иисус изменил мою жизнь полностью, я стал новым человеком, но все-таки вот эта боль, которая была, она никуда не делась, она была внутри меня, я просто, как бы можно сказать, долгое время ее отрицал. Я себе не признавал этого, я думал, да нет, все окей, я уже там, типа, простил ее уже такое, как бы, но я не признавал себе то, что мне было действительно больно. Она вообще в тот момент училась в Европе, уехала, как бы, и на самом деле это было такое время, когда когда человек далеко, тебе легче его отпускать, тебе легче, потому что ты его не видишь, и ты как-то даже забываешь об этом. Но она всегда, каждый год, она приезжала на каникулы зимние. И всякий раз, когда она приезжала, вот эти все чувства, вот это все эмоции, которые я тогда переживал, они как будто бы всплывали на поверхность. И это было на самом деле всегда так. Я думал, блин, да почему? Я же уже все, я же уже вообще другой человек. То время, оно уже забыто, но почему-то как-то не забывал. И всякий раз, когда она приезжала, у меня это все поднималось. Но в какой-то момент я понял, что я уже не могу это отрицать. Я не могу отрицать того, что действительно, во-первых, мне она нравилась, и во-вторых, мне было очень больно, что она мне тогда сказала, типа, ну, она не прямым текстом, но двусмысленно, это было понятно, что, типа, ну, Салман, отвали, пожалуйста. Она сейчас, Салман, пожалуйста, отвали. она сейчас будет говорить мне, что нет, я там, на самом деле, действительно, она ничего такого не говорила, но из ее слов я понимал. Я просто прочитал между строк, я понимал, ну, что как ты ни крути, мы не пара, да. И, в общем, она приехала, и это был как раз-таки самый последний раз, когда она приехала перед окончанием университета. Это был последний раз, и тогда я впервые признал Богу и сказал, Господи, мне больно. Мне действительно больно, и когда я вспоминаю тот период, мне становится очень не по себе. Я признался перед Богом, и я действительно просто вот излил ему свое сердце, рассказал ему о том, как мне тяжело, как мне больно, как я ощущал себя тогда. Я ощущал себя отвергнутым, ненужным и так далее. Я излил ему свое сердце, и я почувствовал, как Бог исцелял мое сердце в тот момент. Но это... Очень мужской поступок.
Да, но это было только начало, на самом деле. Я думал, ну все, на этом история закончится. Мгм. Закончилось все, я такой думал, окей, Господи, спасибо, исцелил мое сердце, я могу идти дальше. Но на самом деле на этом история, она не закончилась. Позже она приехала, когда она вернулась с учебы полностью. Хотя, несмотря на все то, что мы с ней хорошо общались, то есть у нас не было такого, что я там не показывал ей, что мне больно, а наоборот, всеми силами пытался не показать ей, что у меня есть что-то там. К тому же я сам себе это не признавал, как я Мгм. мог ей еще что-то там показывать. Мы очень даже хорошо общались, ну, там даже когда она училась, я писал ей там периодически, ну там раз в полгода. Просто как брат сестре, как дела у тебя там, что нового, ну потому что все-таки мы с детства знакомы, в одну церковь ходили. Когда она вернулась, для меня это было какое-то такое время, когда опять у меня стала вся эта боль подниматься, я не понимал, откуда, что, я же простил, я говорю, Господи, я же ее простил. Ну, я так отдалился от нее, и она стала это чувствовать. Она ощущала это, что вот у нас какая-то стена между друг другом, и вот мы не Ну, то есть можем... до этого я видела, все хорошо, мы общаемся, и причем действительно как брат и сестра, он там пишет, поздравляет с днем Мгм. рождения, я ему отвечаю, там тоже с днем рождения, Я поздравляю. вас Да, и Поздравляю. потом я приезжаю, и там пару недель все хорошо, и потом я смотрю, отношение какое-то абсолютно другое, и мне стало, ну, как не по себе, думаю, дай-ка, ну, спрошу у человека напрямую. Да, и она меня спросила, она набралась смелости, я знаю, что и для нее тоже это было нелегко. У нас не было такого прям типа дружеского Ну, прям общения, где мы дружбаны, могли дружбаны, да, так да. просто общаться с ней, да, ей было тоже тяжело. Она задала мне вопрос, она говорит, мне кажется, что между нами что-то есть, но я не могу понять, что, да? Правильно говорю? Да, ну не в смысле там романтика, все такая, а Что происходит? напряжение Пацан, какое-то. что Да, да, происходит? что такое? Почему мы нормально общались, а тут чё мы нормально не можем Мгм. общаться? И в тот момент я был убежден в том, что мне нужно сказать ей правду. Но мне было настолько не по себе, потому что Богу-то я признал, что мне было больно, но ей нет. И я вспомнил один момент, что вот в тот момент, когда она меня отвергла, она мне сказала, что я чувствую, что что-то у тебя есть. Она была такой очень аккуратной в этом плане. Она сказала мне, что я чувствую, что у тебя что-то есть, но я понимаю, что я тебе не могу ответить взаимностью сейчас. И я ей тогда сказал, у меня ничего нет. Типа, да все нормально, что ты паришься? Я просто, типа, по-дружески, да. И это тоже, Просто опять же, хотела из-за узнать. моего самолюбия, да, из-за моего вот этого мужского эго. Я не смог ей признаться, я соврал ей, по сути. Я вспомнил этот момент, в тот момент, когда она мне задала вопрос, я вспомнил. Я ей тогда соврал. Я сказал, Лиза, я знаю, что в тот момент ты ощущала, что у меня что-то... Я к тебе неровно дышу, короче. Мгм. И я тебе тогда сказал, нет, нет, что ты, типа, не парься, вообще все ок. Мгм. Да, и я тебе соврал тогда, и я тебе признаюсь честно, и я ей тогда признался во всем, сказал, что ты мне нравилась, и я за тобой на самом деле пытался как-то ухаживать, но у меня ничего не получилось, ты мне тогда, как бы, можно сказать, отвергла, и мне было очень больно. Я ей признался в этом, хотя мне так было это стрёмно, внутри у меня вот так сердце колотилось, и думаю, зачем я это говорю? По сути, я, можно сказать, показал свою слабость перед ней, хотя я никогда этого не хотел. Я же тогда себе внутренне пообещал, что типа никогда, все, я даже... Короче, я никогда ей не дам даже намека на то, что она мне нравится, как-то она мне интересна. И вот эта стена, которая между нами была, это как раз-таки эта стена стала результатом того, что я тогда внутри себя пообещал. Это все как-то не было так, что я вышел, сказал, все там, вслух это произнес. Это где-то внутри, в моем подсознании, где-то как-то невольно во мне сформировалось это Мгм. обещание или такое решение, да, внутреннее. И когда я признался ей, я даже не помню, что она мне тогда ответила. Я думаю, что для нее это тоже было как-то неожиданно, но, по крайней мере... Сюрприз. Да, сюрприз. По крайней мере, для нее это как было, что, ну, теперь я понимаю. Теперь я понимаю, что это не что-то, может, она думала, что это в ней дело, что она что-то не так делает или что, я не знаю. И тогда вот эта стена, я прям ощутил, что она рухнула. Но был вот этот стыд, тот, что внутренне, зачем я это сказал. Я думал, как я теперь буду ей в глаза смотреть вот после этого. А я абсолютно нормально восприняла это. Я подумала, все, это просто старая боль. И как бы сейчас никакого отношения к нашим нынешним отношениям, тем более романтическим, не имеет. И я подумала, ну все, просто это вот с прошлого сказал, было трудно, было тяжело, вот оно поднялось. И думаю, все, а сейчас этих чувств я не думала даже, что они были, есть. И, да, я думаю, и не было, да, в тот момент. Ну как, они были неявными. Мгм. Я бы не сказал, что я вот там ходил, мечтал о ней, я постоянно там засыпал с мыслями о ней. Нет, ну на самом деле это было что-то такое очень глубоко забитое во мне. А после этого разговора я это не планировал, я этого не хотел, я как-то не
желал, я не стремился к этому. У меня чувства стали к ней подниматься, и я стал осознавать, что она мне нравится, что я очень ценю ее именно качество, вот эти божьи качества, которые в ней есть. Я очень ценю ее вот этот чистый, добрый характер. Я ценю вот этот позитив вечный. Она один из самый позитивный человек, которого я знаю. Я ценил ряд таких очень важных для меня качеств в ней. Я стал это осознавать, я стал себе, как можно сказать, признаваться в этом. Мгм. Я перестал бояться этого. Раньше я, как только какие-то чувства поднимаются к ней, я такой, а ну-ка, обратно, обратно, обратно. Никаких, ты чё, куда? Все, у нас там все уже. Я уже разобрался с этим. То есть я настолько боялся признаться себе в том, что она мне нравится. А в тот момент я все, стены нет этой, и вот эти чувства стали подниматься. И тогда я просто признал себе все, я влюбился в нее. То есть я перестал сопротивляться этому. Потом еще был один этап, потому что я помнил все-таки, что вот этот негативный опыт в наших отношениях был. Я понимал, я не знаю, как она в этот раз отреагирует. Я не знаю. Хоть я изменился, хоть Дубль я 2. теперь с Господом, хоть я теперь Страшно. совершенно... Да. Да, я совершенно другой человек, но я понимаю, мне опять придется заявить ей о своих чувствах, и я не знаю, что он мне ответит. И это опять же был страх. Я думаю, это вообще большинство мужчин, почему они не решаются сделать этот шаг, потому что они просто боятся получить отказ. Боятся, что вот их самолюбие вот это будет задето. Поэтому они не делают вот этого важнейшего решения в своей жизни, просто сказать, признаться в своих чувствах. Но я помню, после долгих молитв, даже слез перед Богом, я сказал, Господи, я хочу это сделать, но я не знаю как. И я такой глупый был на самом деле. Я вспоминаю себе, я такой думаю, нет, сейчас еще не время. Я думал, я надеялся, через год, через два можно думать о том, чтобы какие-то отношения серьезные строить. Сейчас я просто хочу с ней, дружить, так, чисто отношения, как брат и сестра строить. Я такой вообще был, на самом деле. Наивный. Да. Я и наивный был, и немножко религиозный в этом плане. Я думал, нет, надо какое-то время, надо как брат и сестра выстроить Конечно. отношения. Да, я такой, был немножко чудаковатый парень. И, конечно, у меня чувства внутри, меня переполняют чувства к ней. Я когда ее вижу, у меня там сразу, не знаю, как эти крылышки, как у ангелочка, да, начинают я порхать уже начинаю. А тут я говорю себе, что нет, надо немножко придержать коней, остановись, Салман. Это невозможно, я понимаю. И я что делаю? Я опять начинаю отдаляться от нее. Это буквально было несколько дней. Меня надолго не хватило. Она это, конечно, заметила, потому что в тот момент мы уже ближе общались. Я же все-таки ухаживал, провожать ее пытался. Типа как брат. Ну, конечно. Да. Как Лиза дойдет пешком до дома без Да. тебя? Ей нужен этот рыцарь, да. Как же она без меня? Конечно. И она это заметила, и опять же мне задала этот вопрос. Что такое? Что случилось? Типа, нормально же общались опять. Вот я говорю, как будто это повторяется история. И в тот момент я просто внутренне опять ощущал. Ты должен сказать ей правду. Я тогда понимал, сам Бог мне сейчас велит сказать ей правду. Я уже не могу никак отвертеться, я не могу ей сказать, что да не, все нормально. Если бы я ей так сказал, я хотел так сказать. Потому что, когда я его спросила, там был момент, либо он соврет, либо он скажет правду. Да. Ты понимала, да, что да, ты ему да. нравишься. Нет, у меня были мысли, что а вдруг. Но я, опять же, со своей стороны, я думала, ой, я не хочу Ой, опозориться, вдруг намотать себе того, чего нет на самом деле, и я их такая все время убирала, эти мысли о том, что, может быть, это все таки потому, что я ему как-то симпатизирую и так далее. В общем, Да, тут либо соврать, либо сказать правду, у него был такой момент решающий. То есть все, я уже понимал. Ты или соврешь ей, и все испортишь, только хуже сделаешь, или скажешь ей правду. Я сказал, окей, Господи. И мне было так страшно в тот день, я помню. Я просто такой, надо так сказать, или так. Я там... А у вас, пауза была? То есть ты спросила, что с тобой не так? Да. И Салман такой, Да, она я мне тебе это- потом Да. расскажу. Вот что- как это было. Это она мне написала это. Я Ага. такой, это не для переписки разговор, давай при встрече обсудим это. О, вау. И всё. Хотела опять встретиться просто. Я просто хотел ее еще раз увидеть, да. Да. И, мы встретились. В какую-то кафешку мы пошли, там самую такую простенькую. И, кстати, для нас сейчас такая особенная кафешка, потому что там я впервые признался ей в своих чувствах. Да, мы пошли, и я там такой долго подводил к этому, я такой не знал. Рассказывал и истории. И так, там, и в итоге я такой. Ты спросила меня, почему у нас опять между нами что-то не так. Я скажу тебе, я сказал. Я ей все, выкатил. И просто ожидал, я помню, я сказал такой, все, Господи,
бывай, не бывай. Чё бы она мне сейчас не ответила, типа, приму все. Мгм. И что ты мне ответила тогда? Она мне, кстати, ответила не по-русски, она ответила, она попросила, можно я по-английски? Она тогда недавно совершенно вернулась с учебы, где она в большей степени по-английски говорила, и ей на самом деле легче было в тот момент формулировать свои мысли на английском. Я такой, да, конечно. Я все равно не пойму пока. Да, я Да, все... Не, на самом деле я понял. Не, Я тоже ладно, недалек это от английского. шутка. Да, и Когда короче... надо понимать, ты такой, сейчас все мои знания Да-да-да. отвлекут. Я такой напрягся, такой, давай мозг. Весь мой Да. вокабуляр открывается. Да. Нет, я просто сказала, что, ну, это звучало так, типа, мне нравится, что я слышу сейчас, как бы. Я не ожидала такого. Конечно же, это было прямо, очень сказано. И опять же, вот, да, у меня были какие-то мысли, но я их все время назад думала, нет, ну, если что, я не хочу опозориться, не хочу, чтобы это было больно или стыдно. Да. И потом, когда он сказал, до этого, конечно же, у меня был такой переломный момент тоже. Я помню свою молитву перед тем, как мы пошли на вот этот разговор. Я сказала: отец, если даже вдруг он мне скажет такое, я, ну, как бы не хочу бояться, как бы, и я хочу, ну, как бы позволить себе понять, что, ну, или принять вот эти свои чувства. То есть я сказала, да, у меня есть эти чувства к нему, я бы очень хотела, потому что, ну, на тот момент мне он тоже уже очень нравился. О, И сейчас вы я просто услышали сказала, Лизину ну, если, историю. даже если это, ну, не так, если даже он, ну, не скажет вот именно это, да, то, ну, все нормально. Я знаю, что ну, ты со мной, и все будет хорошо. В общем, и когда он мне сказал, я, ну, отреагировала как таким положительным, Ну, взаимностью, да, я бы сказал. взаимностью, взаимной реакцией. Я сказала, что, ну, мне тоже ты очень нравишься, все. И вот с того момента у нас началось вот такое прям общение, свидание, узнавание друг друга уже чуть-чуть на другом уровне. А и Так что, спустя полгода мы поженились. да, спустя полгода мы поженились. Вот от начала ваших отношений девушки-парня до мужа и жены. Каков идеальный срок? Я, конечно, ну, любой бы ответил это, наверное, индивидуально, там, ну, Мгм. хотя не любой. Но по мне, как слишком сильно затягивать с этим не стоит. Потому что я знаю, Ну и какие- слишком торопиться тоже. да, должен какая-то золотая середина. Ну, в данном случае, я думаю, что у нас была прям такая хорошая золотая середина соблюдена. Но, опять же, мы знали друг друга всю нашу жизнь практически. Поэтому, наверное, нам было проще сделать этот шаг. Для меня, например, лично не было каких-либо сюрпризов потом, типа, типа, что это за человек Мгм. такой, я не ожидал даже, потому что, Ванечка, во-первых, да. ее мои родители знали очень хорошо, ее вся моя семья знала очень хорошо, мы Мгм. выросли вместе. Да, конечно, я понимаю, что это совершенно не то, когда вы уже близко общаетесь, это совершенно другой эффект имеет, но как бы у нас это было как-то, мне кажется, прям очень вовремя, все Мгм. очень в правильные сроки. Не поторопились, не затянули Мгм. с этим, да. Я просто не могу сейчас назвать какое-то Мгм. какое-то определенное время или отрезок времени. Вот столько встречаетесь. Ну, уж точно с этим торопиться не стоит. Там вот только познакомился с девушкой, там месяц пообщались, вот давай жениться. Для меня это немножко странно, потому Мгм. что, ну, как бы, это самое важное решение в твоей жизни. Принимать его так поспешно, принимать его вот так как-то беспечно. Ну, ты Необдуманно, ты да, просто хорошо. потом будешь пожинать последствия, возможно. Мгм. Или, может, тебе повезет просто. Ну, как показывает даже мой скромный опыт там среди моих друзей и знакомых, я понимаю, все, кто торопится, они потом сожалеют об этом. Ну и опять же, с другой стороны, слишком долго, много, там, по 5 лет встречаются, там, для меня это, ну, в чем смысл? Если Мгм. тебе нравится этот человек, если ты видишь, что это человек, с которым ты можешь построить совместное там будущее, если ты видишь, что этот человек, он с тобой в одном направлении, в Боге там, смотрит, двигается, зачем ты тянешь до сих пор? Ну, для меня вот это тоже странно. Как случилось так, что ты вышла замуж за Салмана? Мгм. Ну, когда я приехала с учебы, и до этого момента я вообще не думала про встречание. То есть я училась в университете, где были какие-то там приглашения на кофе и все такое, и я, ну, настолько меня это не интересовало, и я вообще была далека от этого. И до 23 лет вот я была как, ну, типа, не трогайте меня, и мне Мгм. это вообще не нужно. Мне учеба нужна. Когда он первый раз мне в подростковом возрасте там
как бы Что ты признался в рассказал? любви, да, о своей симпатии мне поделился, то, ну, на тот момент я была действительно очень искренна и сказала ему, что я сейчас уезжаю, у меня как бы учеба, я вообще об этом, ну, я не готова к такому, какие бы это отношения ни были. И, будучи там, тоже я не встречалась, не общалась. И единственное, вот мы поддерживали вот эту связь через переписки, через эти поздравления, там Очень просто редкую, да. простые там вопросы, как дела, что нового, там ты вот там-то в Америке, что, как, там диплом. Я тоже видела вот эту трансформацию в нем, когда он был подростком, то это был еще такой, наверное, сложный и характер. Подростки это сколько лет? У Ну, меня в голове типа, ну, это 11-13 нет, лет, а у хорошо, вас, это я он так был понимаю, он был Короче, мне постарше. было 18. 16, Ему ей было 16, 18, да. да. Может быть, не подросток, да-да. Уже вы А, такие молодые люди были, я бы Ага, сказала. ну-ну. да. И тогда я вообще видела его как, ну, нет, я знаю, ты даже не с Богом еще, ты Мгм. вообще не твердо стоишь. Для меня это было прям очень важно. Соответственно, такого человека подпустить я тоже к себе не могла. И потом, когда уже будучи я в колледже, он там, допустим, в нашем родном городе, я очень близко общалась и общаюсь с его мамой, и, и она просто рассказывала, никак не рекламируя, опять же, у нее в голове такого даже не было. Для нее это было шоком, когда она в конце концов узнала, что мы общаемся, встречаемся. Она мне рассказывала про то, Приятным шоком, да. да-да-да, она мне рассказывала про него, что вот как он меняется, что он вот сейчас загорелся, и он так ревностно ищет теперь Бога и общается с ним, и там где-то что-то в служении начал. И я просто радовалась, искренне радовалась, думаю, вау, классно, потому что я помню какие-то вот его, ну, моменты из вот этого возраста, где ему было там 16-17, и вот потом, когда я приезжала и видела, какой он другой, то, конечно же, это меня радовало, и в том плане, что я просто, ну, восхищалась Божьей работой в нем, и было очень приятно осознавать, что вот так вот происходит с человеком, и какие-то вот его отношения с Богом, его какая-то вот эта ревность, вот эта искренность, его вот это вот, ну, неподдельное что-то, рождало во мне такие чувства, что это очень приятно. Я бы хотела такого человека или такого мужа вот с таким вот характером, с такими какими-то божьими чертами характера, да. А, Да, и потом, когда вот во второй раз он мне уже сказал, вот то, что он сказал, это я тоже подтверждаю, все так и было. Второй раз, когда он мне уже Свидетельство двух. признался, да, что вот так и так, то у меня не было никакого страха. Вот в этот момент у меня не было никакого страха. И я не могу сказать, что я прям уже была готова. Я не задумывалась и до того момента вообще об каких-то отношениях, о свиданиях, там что-то, что может вести к браку. Но это было настолько естественно, настолько просто, и все так, ну, легко закрутилось, завертелось, и да, Да. вот мы женаты. Сколько лет вы уже женаты? Это 4-й год у нас. Вот в мае будет 4 ровно Мгм. года. Ой, это Да. Да, 4 это года. серьезный срок.